Яркие события жаркого лета, такой баскетбол не увидишь на паркете. Игра 3 на 3 реальных пацанов, чей характер крепче, доказать готов. Высокий темп игры и жесткий прессинг, здесь не будет места для твоей депрессии. Двигайся, борись, будь голодным до победы, поможет упорство и немного веры. Соперники в атаке, они жаждут победы, движения быстрые, лишь горят кеды. Готовы на все, в глазах вижу азарт, но победу подарит мастерство, а не фарт. Держим оборону, не даем бросать. Каждый их проход — это блокшот, каждый их пас — это перехват. Спасает их игру снайперский талант, взять эту игру — вот моя задача. Пацаны выдохлись, я чувствую удачу. Мой перехват, быстрый передача под кольцо. Слэм да, счет +1, держим отрыв, жестко прессингуем, но играем чисто, без грубых фолов. Я за красивый стрит, без нелепых понтов, за убойный дриблинг, мастерство финтов. Яркие события жаркого лета, такой баскетбол не увидишь на паркете. Игра 3 на 3 реальных пацанов, чей характер крепче, доказать готов. Высокий темп игры и жесткий прессинг, здесь не будет места для твоей депрессии. Двигайся, борись, будь голодным до победы, поможет упорство и немного веры. Играем без замены, не сбавляя ритма, выводя схемы победы алгоритма на порядок выше, превосходство в росте. Обойти защиту не так уж это просто. Вторая комбинация, я ставлю заслон, быстрый проход, я открылся, получаю пас, бросок в кольцо точен, со следующей атаки мной сверху заколочен. Цвета моей команды не спутаешь ни с чем, моей белой банде не создавай проблем. Мы играем в стрит, красиво и ярко, здесь DMG поддерживает марку. Безудержен в атаке, в защите беспощаден, уважая игроков. Тот до победы жаден, кто живет игрой, не только на площадке, кто пропитан духом баскетбольной схватки. Сегодня прошел турнир очень хорошо, на мой взгляд. Было 4 категории: до 18 лет юноши, девушки, после 18 лет, старше 18 лет мужчины и женщины. Сыграло 50 команд, общее количество, и я думаю, прошло очень хорошо. Благодарю за предоставленную возможность, за предоставленные соревнования, то, что нас пригласили организовывать и ввели нас в это мероприятие. Управление физической культуры и массового спорта, Министерство спорта Республики Саха-Якутия, потом партнеров наших Мой спорт, Star Comp магазин, магазин Keep Out, магазин X-Sport, телеканал СТС, телеканал ТНТ, печатную группу «Праздник», также интернет-сеть ekt.ru. Всем вам спасибо. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Команд было в 4 категориях: 2 категории женщин и 2 категории мужчин. Женские до 18 и после 18. После 18 было 3 команды у девушек, до 18 2 команды. То есть соперничества как такового не получилось, так как команд было мало. У мужчин все было посерьезней. До 18 лет было 8 команд, старше 18 было 16 команд. И довольно-таки много народу участвовало в этих соревнованиях. Организация на высшем уровне, ребята очень хорошо все организовали. Дворец спорта предоставил свой зал. А вот непосредственно по поводу соревнований самих, очень сильные ребята. Колпак Джо, кого мы обыграли, это наши друзья тоже. Они сильная команда, ездили в Нижний Новгород играть. Мы очень рады, что их обыграли. И хочу всем сказать спасибо, что предоставилась такая возможность поучаствовать на таком турнире. Вообще, как остальные противники? Команды выступили все достойно, конечно. В принципе, играли все на равных. По крайней мере, наша взрослая мужская лига, я имею в виду. Конечно, хотелось бы, чтобы проводилось чаще. Спасибо спонсорам, организаторам проведения соревнований. Якутск, я считаю, выходит на новый уровень, поэтому нужно это дело продвигать в массы, так сказать, и выращивать, так сказать, новых баскетболистов, развивать этот вид спорта у нас в городе, именно проводя такие мероприятия. Я хочу добавить, что только все команды были хорошо подготовлены, со всеми у нас была упорная борьба практически. И победил сильнейший. Все. Данное мероприятие называется Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Они у нас в Республике Саха-Якутия проходят в первый раз. Это по федеральной программе Минспорта России.
Прошли они в Дворце спорта 50 лет Победы. В связи с погодными условиями мы не можем проводить на улице, так как это должно быть, поэтому мы провели в закрытом помещении. В общем, весь турнир прошел на хорошем уровне. Приняло участие около 50 команд. Ну и в дальнейшем наша цель – это развитие массовости уличного баскетбола.